В соцсетях я видел, что на пост министра культуры даже предлагали вас. Как бы вы отнеслись к такому предложению? Ну, смешно, да. Мы как бы не очень понимали, что происходит там на Западе, в Европе, в Америке. Мне кажется, это такое упущение, которое надо срочно, быстро наверстывать. Вот якутский бум, да? В Питере, в Москве 2-3 якута учатся на крутых курсах. У нас этого нету систематически, этого нет. Еще больше вот таких мест, как Артхаб, Угол, Смена и малый зал Камаловского театра. На самом деле я кокетничка тогда. На все понты равно. похоже. Ну да, есть немножко. Да. Не, ну весело, конечно, я тоже надел. Да, есть. Ну, есть, конечно, у меня это. Все через страх делается. Кураж — это, может быть, даже единственное, что есть у нас настоящее. Еще что-то я хотел сказать. Добрый день. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня танцовщик, хореограф, лауреат премии «Золотая маска» Нурбек Батулла. Нурбек, спасибо большое, что согласились со мной встретиться. И сразу, во-первых, я вас поздравляю, конечно, с тем, что вы стали лауреатом этой премии. И первый вопрос, это будет ваша цитата из не очень давнего интервью. Вы сказали: если где-то признают, имеется в виду вашу работу, ваш спектакль, тогда и здесь какой-то интерес появляется, имеется в виду в Татарстане. Мы этот татарский менталитет понимаем и принимаем. Ну вот, собственно, вас признали. И что-то новенькое у вас появилось, какой-то интерес появился к вам и больше даже к вашему спектаклю? Да, небольшой интерес появился. Например, позвонили из Министерства культуры, была встреча, они спросили, чем мы вам можем помочь. Вот сейчас оформляем письмо. И что вы хотите у них попросить? Ну, ближайшая вот помощь, которую они нам могут оказать, это, ну, долгосрочная, конечно, помощь. Это пространство нам необходимо, где мы можем репетировать, показывать наши работы. И краткосрочная, вот, ну, самая быстрая помощь, это вот помочь нам поехать на фестиваль в Азербайджан и на фестиваль в Петербург. А вам звонил еще Сибагатуллин, когда был министром, или уже в тот момент, когда он уже ушел? Да, уже как бы исполняющий обязанности министра культуры. И вот вторая часть этой цитаты: мы этот татарский менталитет понимаем и принимаем. Мне бы хотелось, чтобы вы уточнили, что вы подразумеваете под татарским менталитетом. Ну, это вот когда, вот как в этой цитате уже сказано, почему-то надо, чтобы признали где-то там, желательно еще в Европе, если признают, то это еще лучше. Ну, вот как в случае с Нуриевым, да, как в случае с нашими девочками, которые победили в программе «Голос», и после этого как бы получили, я считаю, нормальное внимание, то есть так и должно быть. Вот. Ну, вот так почему-то заведено, и это подтверждается тоже вот нашими, ну, тем, что мы прилетели в Тантане. Да, я к этому еще перейду. Да, вот, ну, как бы, что и следовало доказать. Но мне всегда вот это интересно. Вот даже сразу после того, как вы взяли «Золотую маску», режиссер спектакля Туфан Имамудинов «Бизнес онлайн» сказал, что ничего не ясно по поводу спектакля «Олив» и дальнейшее его существование. Нет ни площадки, ни людей, которые хотели бы финансово это поддержать. То есть, я так понимаю, уже после этих его слов все-таки вам уже поступил звонок из Минкульта Татарстана. Правильно я понимаю? Да, ну еще вот с нами как бы содействует городское управление культуры. Они тоже всячески пытаются помочь. Я бы сказал, они даже это как-то делают более активно, чем Министерство культуры. Они, ну, как бы реальную помощь пытаются оказывать. Ну, вот сейчас мы в процессе поиска пространства, да. И этой реальной помощи до признания на «Золотой маске», как я правильно понимаю, не было? Ну, как бы не было, да. Слушайте, вам не обидно? То есть вот вам вообще приятно работать после этого в Татарстане? Ну вот, как бы вот, ну а что делать-то? Обижаться-то непродуктивно. Ну, обижаться непродуктивно, но в данном случае, наверное, просить неправильно. А какой вариант другой? Другого варианта нет. Ну, конечно, вот если бы я победил там танцы на ТНТ, мне кажется, внимания было бы еще больше. И денег у вас было еще больше. Да, поэтому вот мы думаем, следующий этап после «Золотой маски» сразу пойти на ТНТ? На ТНТ, да.
Ну что, в принципе, нормальный вариант. Я думаю, Министерство культуры одобрит. Да. Но я далек от искусства, но у меня вот вы работали, поставили хороший спектакль, который уже оценили на, так скажем, федеральном уровне. И вот татарский менталитет, который ребята тут что-то сами делают, молодцы, развиваются, но у нас побеждает на вот, как это у нас называется, тантана, да? Республиканцы побеждают. Другие люди не менее, наверное, достойные, но тем не менее. А тут, ой, смотрите, у нас наши местные взяли золотую маску. Давайте им поможем. Но, насколько я знаю, кто-то из вас говорил, по-моему, вы, что Минкульт оплатил вам поездку на золотую маску, но с суточными как-то не вышло. И впервые, как вы сказали, в истории фестиваля «Золотая маска» оплачивал суточные вам, собственно, организаторы. Вот я не понимаю, как вот вам, я не знаю, извиняюсь, не стрёмно при таком отношении. Ну, это же их отношение к нам. Мне не стрёмно уж как бы за их отношение к нам. Я имею в виду, что именно к вам так относятся. Я об этом. Ну, а что поделать? Тут как бы были и, похуже вещи, да. Не то, что похуже. Но вот, например, моя предыдущая работа, «Мой Нуриев», это мой моноспектакль, он получил тоже много хороших отзывов от профессиональных критиков во время фестиваля «Ремесло ХНР» молодой режиссуры, да. Но тогда у нас не было администратора, и вот как бы такого вот запала не было заявляться на золотую маску, хотя пророчили, тогда тоже еще пророчили. И многие крутые фестивали пророчили, просто не было человека, кто бы этим занялся. Ну вот, например, этот спектакль остался совсем почти без внимания. Бывает и хуже. Но... То есть тут еще как бы, благодаря Туфану и благодаря вот его воле, еще вот не самое худшее развитие событий. Но мало того, что вам там не было такого внимания до «Золотой маски», так вам же, насколько я правильно понял, насколько я читал, даже было тяжело найти площадку для того, чтобы показать спектакль на территории Казани, если я правильно понимаю, и каждый раз вам приходилось что-то придумывать, искать какие-то новые площадки. Вот с чем вы связываете то, что, в данном случае власть, к сожалению, молодым, так скажем, неформатным людям, искусствоведам, художникам, если в общем сказать так, не то, что не хочет помогать даже, просто там один звонок решает, ведь, чтобы вам дали какую-то площадку. С чем вы это связываете? Наверное, не понимают те, кто имеет власть. Может быть, не совсем понимают, да, не совсем разбираются, может быть. Не каждый человек должен разбираться в балете, в театре, чем-то еще. У них работа такая. То есть вы сами не выходили, насколько я понимаю, ни вы, ни режиссер? Нет, вот мы прям конкретно в министерство не ходили, не просили. Мы как бы все через СМИ общаемся. Но они знали, получается, об этой проблеме? Я думаю, да. И теперь грех не помочь, потому что вы лауреаты не просто абы какой премии. Давайте перейдем, знаете, к чему? Вот у нас сейчас господин Сибагатуллин ушел в отставку. Неважно, по какой причине, меня мало интересует. Как вы считаете, должен ли быть человек, министр культуры, именно человеком из, собственно, этой самой культуры? Все образно. Драматург, театрал, из балета. Или это должен быть человек, так скажем, хозяйственник, который должен просто управлять, но не быть человеком из этой сферы? Мне кажется, важно, чтобы он был открыт. Важно, чтобы он был менеджером все-таки, прежде всего, я думаю. Потому что как раз вот этого человека не хватает, да, вот нашим проектам. Вот какой-то человек, который может все организовать, что ли, в смысле финансов, в смысле пространства, в смысле каких-то таких бытовых вопросов тоже. Но в то же время и он должен креативно мыслить, быть открытым, гибким, уметь слушать. Но вы же говорите, что как раз проблема в том, почему не уделяли вам внимания, в том числе потому, что, возможно, не понимали. Вряд ли человек, который никогда не работал
в искусстве простой менеджер, который, может быть, умеет управлять, но ничего в этом не разбирает, ничем не может понять то, что вы делаете. Тут как-то и то, и это слишком, конечно, идеально. Да, ну, конечно, должен понимать. Ну вот, когда я говорю гибкий и умеет слушать, я имею в виду как раз вот, чтобы он, если не разбирается сам, то умел слушать там. Для того и существуют театроведы, музыковеды, вот чтобы он их умел слушать. А насколько вы вообще считаете, что Министерство культуры, неважно, татарстанское или федеральное, действительно имеет какое-то влияние на эту самую культуру? То есть может ли культура развиваться внутри без помощи извне, в данном случае, помощью власти? Может ли без помощи власти развиваться? Должна ли и могла ли бы? Ну, я боюсь, что в таком случае это все равно не достигнет такого уровня мирового, который мы видим, там, допустим, ну, если говорить про современный балет в Израиле, да, вот там бум современного балета. Там, конечно, все поддерживается. То есть вопрос в деньгах? И в этом тоже. Больше всего. И в этом, нет, как бы в кадрах тоже, в талантах тоже, но тут обоюдно. Талант должен поддерживаться, потому что на энтузиазме долго не проедешь. В соцсетях я видел, что на пост министра культуры даже предлагали вас. Как бы вы отнеслись к такому предложению? Ну, смешно, да. Почему? Ну, не знаю, я уж совсем другой формации человек. А в дальнейшем? Нет. А почему? Вы же можете как раз, в будущем сейчас вы заняты своей работой, помогать таким, как вы. Ну да, если, наверное, очень узкоспециализированный. Образно говоря, же видите это по-другому. Управленец, я уж не знаю, какой из вас. Вот управленец, мне кажется, не очень хороший. Зато помощники могут быть. Может быть. Не знаю, нет. Выглядите, вот сейчас, если я вам если не я, если вам Рустам Минниханов предложил возглавить Министерство культуры Татарстана, вы бы отказались. Да. А России? Да. Подсидели бы Мединского? Смешно. Тоже нет, да? Нет, наверное. Вы после возвращения из Питера в интервью сказали, что когда вернулись в Казань, вы хотели многое рассказать, что узнали, но оказалось, что это не так. И речь дальше там было указано, что про студентов, которые больше половины не мотивированы, даже в вашей группе вы тогда говорили, за один человек только 3-4 человека были мотивированы, студенты. И вы пытались донести, как их нужно мотивировать. Во-первых, первый вопрос, как вы считаете, нужно мотивировать молодое поколение, которое сейчас учится, и почему в данном случае в республике этого пока достигнуть не получается? Вот как мотивировать? Я могу просто поделиться опытом, как это было в Питере, как с нами педагоги общались. Наши педагоги исповедовали и исповедуют сейчас студентоцентрированную педагогику. То есть в этом смысле нас избаловали хорошим отношением, хорошим человеческим отношением, когда нету понятия педагог и ученик, есть как бы друг, как бы человек, который помогает тебе. Многое зависит от тебя, он помогает тебе. Он вдохновляет тебя. Вот как бы такой путь. Я вижу вдохновлять, общаться, пытаться помогать, пытаться найти сильные стороны и развивать их, смотреть много. То, что происходит в мире, мне кажется, это крайне важно, потому что, условно говоря, последние лет 100, это я чуть преувеличиваю, мы как бы не очень понимали, что происходит там на Западе, в Европе, в Америке. Мне кажется, это такое упущение, которое надо срочно, быстро наверстывать. Быстро проходить эти этапы. Этапы танцтеатра, этапы физического театра и так далее. Но не хватает тут именно, чтобы это было чего? Воли, кадров, денег, чего? Понимание, да, потому что можно, я могу даже предложить, как можно сделать. Я уверен, что деньги... Вы говорите, министром культуры не хотите стать? Это, я не знаю, это же как бы так слишком локально все. Позвать моих педагогов можно на мастер-классы в какие-то учебные заведения. То есть проблема в педагогах?
То есть я не понимаю, почему педагоги не понимают это. То есть они же, там, не я с улицы пришел, который не разбираюсь в балете от слова совсем. Они же как бы на это учились, и все равно тоже, наверное, что-то смотрят и западные фильмы и так далее. Надо еще больше смотреть. То есть именно большая часть проблемы в кадрах. Ну, понимаете, это же как бы всегда модель государства же. Ну, маленького государства. Да, поэтому тут как бы вот у нас государство устроено так вертикально. Так получается, у нас педагог до сих пор приходится ему играть роль педагога. И, к сожалению, некоторым режиссерам тоже приходится играть роль режиссера. Хотя это уже как бы давно развенчано, да? Десакрализация там, искусства, да, происходит. А у нас это еще не происходит. И мы сами себя тормозим. Как бы, ну вот. Я, конечно, не знаю, какой уровень. Ага. Еще что-то я хотел сказать. Почему? Сейчас забыл. Ну, то есть вы как мотивировать, я спрашивал, и почему этого нет? То есть почему этого нет, вы сказали, как мотивировать? Ну, в принципе, тоже вы объяснили, что вы бы по-другому относились. Еще один момент, да, вот вспомнил, что я хотел сказать. Вот якутский бум, да, кинобум, режиссерский бум, театральный бум. Почему он происходит? Отчасти потому, что очень много целевых курсов. В Питере, в Москве 2-3 якута учатся на крутых курсах. У нас этого нету, систематически этого нет. Почему нет? Потому что, допустим, если ты подойдешь к кому-то с таким предложением, давайте направим целевой курс, или даже не 2-3 человек направим куда-то крутым мастерам, топовым, как бы, скорее всего, будет ответ, что типа, ну, у нас же есть университет культуры там, и другие свои учебные заведения. Мне кажется, вот это тоже... А в Екатеринбурге почему? Якутия далеко, Екатеринбург, вот он рядом. Там тоже бум, насколько я понимаю. Да, вот там я не знаю. Воронеж. С чем, ну, Воронеж меньше, чем Екатеринбург, ну конечно. тоже, да. То есть почему-то же там, вот он, 1000 километров от нас. Да, ну в Воронеже самый крутой театральный фестиваль. Он даже круче, чем московский. Я имею в виду о том, как развиваются студенты в городах. Вот как я понимаю, что я читал, Екатеринбург сейчас это прям топчик. Почему? Там, получается, вы не узнавали? Не знаю, вот да, я не успел это понять. Но вот якутский бум, вот, мне кажется, объясняется этим. То, что они все учатся Москва, Питер. Там, по-моему, даже есть те, кто в Америке учились, возвращаются и работают, делают кино. Ну, там еще, кстати, там, по-моему, глава региона какой-то очень много уделяет внимания культуре, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот говоря о педагогах, которые играют роль педагогов, я не знаю, какой уровень зарплат, конечно, в этой сфере. Я подозреваю, что не фонтан. Да, не фонтан. Я понимаю, что эти люди, которые работают в такой сфере, они своеобразные в том плане, что если уж мы туда пришли, значит, мы хотим там работать. И даже если там маленький уровень зарплаты, они все равно продолжают там работать. Но такой мой дилетантский взгляд, что когда человек там живет на 20 тысяч рублей, я утрирую, в месяц педагог, а вот вы говорите, что он как бы в идеале он должен своим примером именно показывать, как лучше вдохновлять. Какое тут вдохновение, Господи? Дайте покушать. Ну, то есть эту проблему вы чувствуете, ну, знаете ли вы о ней, или я все неправильно понимаю? Ну, все взаимосвязано, конечно. Конечно, взаимосвязано, когда у человека освобождается энергия, когда он не думает там, да, как там, о ипотечном рабстве, там еще что-то, да. Конечно, это тоже большую роль играет. Да, чувствую, да. Говоря о том, что... И в артистах чувствую, не только в педагогах. Вот и говорят тоже об артистах. Вот есть студенты, им там 18 и 23, да, в периоде. Они видят пример вас вот сейчас. То есть сейчас, образно говоря, если бы я был в вашей группе, ого, Господи, золотая маска, надо прям работать. А месяц назад, 2 месяца назад вы там преподавали, например, и вам негде выступать. И вы ищете эти места, где показать то, что вы сделали. И вот студенты это видят. И вот крутых примеров мало, точнее, по крайней мере, они не видны общей публике. И как можно ждать от студентов какого-то прогресса, когда они видят, что мы тут делаем, работаем, вкладываемся, а нам даже показать свою работу негде, говоря о Казани, например, в данном случае о вас.
Как это? То есть с чего вдруг эти студенты должны быть мотивированы, кроме как, если у них нет такого преподавателя, который там, 2 недели назад взял золотую маску? Неделю. Ну, и вот до того момента, когда еще и речи не шло о маске, там все это, мы об этом говорим со студентами, но все-таки пусть немного, но какие-то небольшие возможности появляются ведь. Пусть небольшие, еще больше бы таких мест, как арт-хаб, угол, смена и малый зал Камаловского театра. Еще бы больше мест, может быть, вот здесь, да, вот там, где мы сейчас сидим, в театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Может, здесь еще одно такое место силы появится, где все забурлит и будут давать возможность. Это все, как бы, понимаете, это же на этом не заработаешь. Ну, хотя бы, может, какие-то вот такие площадки бы давались. А говоря о том, что вот мы с вами разговаривали по поводу Казани, и вот не самого хорошего отношения к тому, что вы делаете до вручения премии, вам же наверняка, как минимум сейчас, поступают предложения не из Казани работать, я думаю, или в ближайшее время будут, или я не прав? Ну, пока нет. Но видите, вам даже Министерство культуры уже позвонило. Я думаю, скоро и из Москвы позвонит. Вы бы готовы были уехать? Ну, временно какой-то получить опыт. То есть я так нормально к этому отношусь, свободно. То есть мне бы даже хотелось бы где-то поучиться, ну, поработать, поучиться в каком-то, может быть, международном проекте. Потому что какая-то подпитка нужна, надо идти дальше, потому что наши европейские коллеги, мне кажется, они не останавливают, какие-то делают открытия. Хочется у них учиться, перенимать, да. Но Татарстан вы не готовы вообще покидать именно на, так скажем, постоянную основу? Ну, то есть вообще покинуть республику или город? Нет, не хотелось бы, да. Почему? Бы здесь, ну, как-то, мне кажется, здесь надо еще много, есть над чем работать здесь. Именно с подрастающим поколением, так скажем. Ну, можно и так сказать, да. Вы, когда получили премию, вы сказали, что получил и получил. Ну, то есть не было какой-то эйфории, по крайней мере, то, что я видел из текстовых интервью. То есть я не видел ваше лицо в этот момент. Следующая цель ваша какая? То есть есть ли у вас какая-то такая глобальная цель, что, как у артиста, образно говоря, у актеров я хочу получить там Оскар? Есть ли у вас какое-то желание чего-то достигнуть именно вот в таких сферах? Премии, призвания и так далее? Нет, что-то вот нет. Не хотите? Потому что вам вообще чуждо это какие-то премии, призвания вот на этих официальных баллах там и прочее? Ну, мне кажется, это вот, все эти штуки, это такое побочное действие того, что ты делаешь. Как бы это не главное, это побочное. То есть, если я сейчас буду такие цели ставить, я могу потерять главное. Творчество имеется? Да, главное поиск даже. Ну, вот этот творческий поиск постоянный. Как бы искать что-то новое. А вы поняли, почему вы не взяли премию татарстанскую? Я опять забыл название ее. Тантана. Да. Да нет, ну там как бы ходят всякие слухи, но я не знаю. Ну, опять-таки я стараюсь на этом не сосредотачиваться. Но вы, по-моему, тогда пришли в майке «Все равно» или «Мне все равно» с татарским? Ну, я и на «Золотой маске» был. Она же была именно та же майка. И то есть это что, это внутренний протест или просто вы троллите так этим? Ну, на «Золотой маске» я еще могу понять, потому что там как бы привносите татарский язык, а вот на татарстанском фестивале. Ну, во-первых, мне футболка просто нравится, это подарок, как бы. Во-вторых, тоже можно интерпретировать по-разному. Я вас спрашиваю. Все равно или все равны, как бы, да? Барсы, да, бер, да, или так. А вот вы что имеете в виду? Как вы читаете эту фразу? Ну, хотелось бы, конечно, я сейчас немножко кокетничаю, но хотелось бы, чтобы все было равное, да, как бы. Все было как, Мы все были равны. Да. Но когда вы приходите вот на эти фестивали, для вас это все равно или мы все равны? Вы себя как чувствуете, когда в этой майке находитесь? Я понимаю, что вы уже недавно не задумывались, но когда надели вот первый раз ее на такой фестиваль, как... Ну, и то, и другое немножко. Да, на самом деле я кокетничаю, как на все понты равно. похоже. Ну да, есть немножко. Да. Не, весело, конечно, я тоже надел. Да, есть. Ну, есть, конечно, у меня это. Это как бы еще, не знаю, это генетически у нас такое есть немножко.
Но ты сказали, Понты покидать мы любим. после это, небось, татарский менталитет, да, возвращаясь к первому Ну, вопросу? может Нет? быть, может, да. У меня вот про дедушку есть интересная история. Он был он был пленным, и после того, как вернулся с плена, как бы там, были проблемы, его сняли с учительства, да, потому что пленный не может преподавать советским детям. Начали его всячески ущемлять в деревне, он был вынужден уехать в Пермь, с моим отцом, с его братьями, с всей семьей. И там он нормально поднялся как бы на, болта остался, как это будет по-русски? Плотником. Да, он был плотником, он делал как бы срубы там, и нормально как бы. И по-моему, купил там то ли москвич, то ли, что-то неимоверно крутое по тем временам, и он вернулся в деревню, как бы на машине, и как бы он любил там угощать около магазина всех. Он как бы тоже своего рода такие понты, показать, что вот вы меня тут гнобили, а я все равно параллельно что-то сделал другое. Это есть такое у меня тоже. То есть если не даете здесь, мы сделаем что-то параллельное. А вот вы когда тоже после маски, вы сказали, по-моему, в интервью «Бизнес онлайну» коллегам, что там, такой был, знаете, вот этот фраки и прочие красивые костюмы, вы были в футбол, потому что вы там забыли вещи. Я думаю, даже если вы не забыли, вы бы то же самое сделали. Вы, может быть, пиджак сверху нацепили, как вы сказали, на футболку. Но я бывал на таких мероприятиях, не таких, конечно, как фестиваль «Золотая маска», но это сгусток бриллиантов и запонок, это, конечно, для меня лично такое. Для вас это тоже как-то чуждо, все эти светские такие рауты, для которых вам приходится участвовать? Или же вы как бы в эту систему уже проникли? Нет. Скорее первое, да, чуждо, конечно, да, чуждо. Но я так понимаю, что без участия в таких мероприятиях, вам приходится в них участвовать. Вот важный вопрос. Вы хотите в них участвовать, всех этих мероприятиях, в этих всех фестивалях, либо вам приходится это делать? На данном этапе, да, мы знаем такой менталитет. Это сейчас сработает, надеюсь, мы что-то получим с этого, там, помещение, какую-то помощь стабильную, допустим. Потом, можно и не участвовать. То есть, когда, с другой стороны, потом это помещение кончится? Потом еще придется участвовать, видимо. Анатолий Васильев, нами очень любимый, он в этом году отказался. Он был номинирован, его спектакль был номинирован по нескольким номинациям. Он отказался. Это вызывает уважение. Он говорит, что уступает дорогу молодым. Продолжая тему вашего внутреннего протеста и одновременно легких понтов. Да, есть и то, и другое. Да. Да, Кстати, еще дедушка, он вернулся в машине. Это тот случай или другой, я точно не помню, но в голове у меня это все сливается в одно. И он там что-то кого-то приветствовал и врезался в этот столб. Да, бедный Маша только купил, да? Да. Вы на «Золотой маске» выступили с речью, в том числе на татарском языке, точнее даже больше на татарском языке. Там не было какого-то протеста, это были обычные такие фразы, которые говорит артист, художник и так далее, когда он получает какие-то премии. Не хотелось ли вам высказаться на тему татарского языка? Поскольку ваш спектакль напрямую с этим связан, и даже в интервью, по-моему, Казанфесту вы сказали, что, конечно, ваш спектакль можно назвать политическим, и, конечно, ситуация, существующая ныне с татарским языком, тоже способствует этой политизации вашего спектакля. Не было ли у вас желания высказаться? Я думаю, я высказался, да. То есть сама акция того, что я говорил на татарском, подразумевает, я думаю. Вы в интервью сказали, что вы сначала думали просто сказать «добрый вечер» по-татарски «хайрли киш», сказать там на русском, потом приняли такое решение, я так понимаю, уже подойдя к микрофону. Как вы это планируете? То есть почему именно так? И учитывая то, что вы планировали вроде как по-другому, или вы где-то не договариваете, для чего это было сделано? Я считал своим долгом. Именно сказать на татарском? Да. Еще была мысль, а когда еще у меня будет возможность со сцены Большого театра, там, во время
вручении золотой маски будет такая возможность или нет, мы не знаем. Или будет ли возможность, когда еще следующая возможность будет у татарина какого-то, да, получить маску. И при условии, что он получит, скажет ли он что-то на татарском. Это тоже большой вопрос. Поэтому я решил такой шанс не упускать. К тому, что случилось с татарским языком, как вы можете описать всю эту ситуацию? Лично вы. Ну, у меня такое ощущение, что вот какой-то вот внутренней энергии, да, у нашего народа, то есть она есть, она спит, что ли, или она куда-то уходит, да, вот эта энергия внутренняя, какой-то вот, да, комплекс неполноценности какой-то растет там в массах, да, то есть это так и так есть по непонятно каким причинам, да, но это еще и, как сказать, подливается масло в огонь, что ли, да, вот этими всеми законами. Понятно, никого не заставишь учить. Не то, что иностранный язык, родной не заставишь учить, если в нем нет вот этой внутренней энергии, вот этого понимания, что родной язык – это как родная мать, да. Да, вот, ну, мне очень понравилась такая аналогия, вот когда были вот эти очень, ну, вот эта напряженная ситуация была, кто-то написал, что этот вот родной язык – это как родная мать, а там близкий какой-то другой язык – это вот, ну, как мачеха или, да, она вот богатая и здоровая, а родная мать сейчас у нас бедная и болеет. Ну, просто, ну, как бы, это, ну, мне нравится эта аналогия, но мы не имеем права бросать только потому, что она болеет и бедная. Но вот этой мысли нету, понимаете? Вот ее нету. Вот выходишь на детскую площадку, и ты слышишь, как там, ну, улым, казым обращаются, и дальше идет речь на русском. да. Ну, что делать? Что делать? А как вот, ну, не знаю, что тут сделаешь. А я никогда не понимал, я как бы далек я русскоязычный, русский, что я всем это задаю вопрос, на самом деле, можно уже целую рубрику открывать. Почему, собственно, татары никак не боролись за свой язык вот последние 6-7 месяцев? Ну, то есть, когда эта ситуация пошла и когда запретили обязательное преподавание. То есть мы не видели, ну, то есть мы видели, там, в интернетиках очень много обсуждали, в фейсбучниках писали, ВКонтактиках, обращались к одним людям, ко вторым людям. Но где этот протест-то? Вот мне кто-то говорил, что вот давайте можем тоже назвать это менталитетом. Мы тихо отсидимся в надежде на что-то. Вы как считаете? То есть почему вроде такая борьба, но действий никаких нет? Такое желание, такое противодействие тому, что у нас забрали язык, но никакой борьбы мы не увидели. Может быть, я не то осмотрел, конечно. Ну, нет, действительно, мне кажется, борьбы никакой не было. Не знаю. Ну, как бы это же такие вопросы, такие космические. Ну, почему космические? Вот есть татарская семья, они говорят на татарском языке, и в школе его не дают. Я понимаю, что семьи сами внутри могут говорить на татарском, конечно, это есть, и это будет, но в школах обязательно там только не больше только по заявлению родителей не больше 2 часов в неделю. То есть, я извиняюсь грубо, вытерли ноги об вас, вы встали, потом еще проголосовали за этого человека, который был инициатором всего этого. Даже больше еще увеличилось количество. Я что-то не так понимаю. Ну, да, это как бы большой вопрос, конечно, черт его знает, почему так происходит. Непонятно. Ну вы как вот, вы как-то сами, может быть, я не следил, как-то проявляли активность в этом вопросе, кроме, естественно, вашего спектакля, то, что вы сейчас скоро будете вести акцию «Минтатарча Селяшем», вы как-то боролись за это? Ну, то есть мы говорим, что кто-то другой не боролся, а вот передо мной сидите вы, и я смогу спросить у вас, почему вы ничего не делали? Или что-то делали? Но я проморгал. Ну, я делал, что мог, в принципе, как бы. Там какие-то там, ну, я доверяю Табризу в этом отношении, там, когда он обращается там к нам, что надо там какую-то петицию, там еще что-то, ну, такие онлайн вещи, там какие-то репосты
посты какие-то, обращался к своим друзьям, ну, когда еще только это вообще совсем остро было, к своим друзьям в Москве и в Питере, да, писал пост об этом, чтобы они как-то тоже об этом знали, потому что, ну, в какой-то момент понял, что за пределами Татарстана вообще не очень понимают, просто не знают, что вот параллельно происходит такая ситуация. Плюс, вот, ну, какая-то моя вот работа на творческой стезе. Но я не вышел на баррикады. Я не вышел, это правда. Вы лично почему не вышли? Ну, то есть вот этот момент, что... Мне интересно, я не могу поговорить с 3 миллионами татар, но в данном случае я задаю вопрос вам. Да. То есть вы Все правильно, да. работы боялись потерять, или вам вообще чуждо какие-то вот эти митинги и прочее, либо вы считаете, что это бесполезно. Вот почему? Либо что это ничего, не изменить. Ну, то есть я как бы готов выйти. Ну, как бы ничего такого и не было ведь. То есть, как бы, я тоже не вышел, да. Я не знаю почему, не знаю. Тут все вместе, да, и страх, и все. Конечно, это все через страх делается. Все через страх. Да, видите, вы не вышли, ваш брат не вышел, ваш друг не вышел и так далее. Вот вы все и не вышли. Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос. Вы в одном из интервью сказали, что хотите поставить спектакль или хотя бы попытаться попробовать работать над татарской борьбой Куреш, если я правильно это читаю. Есть ли какие-то сподвижки, есть ли у вас какие-то планы, что-то, может быть, у вас в голове с этого момента, когда вы об этом говорили, улеглось, и у вас есть какой-то план работы с этим? Ну, пока я хожу на тренировки. В Казань? Да. Они есть? Да. Я думаю, их много. То есть именно вот эта борьба же на поясах, если я правильно понимаю? Это вот как раз, оказывается, я тоже это недавно начал понимать. Это разные вещи. Есть борьба на поясах, а есть куреш. А странно, в интернете как пишут, что это тире. Куреш тире. Ну, они, вот для меня, да, для такого дилетанта, конечно, очень похожи, но это разные виды все-таки. Вас привлекает что в этом? Вид спорта, наверное, можно назвать? Аутентичность. Аутентичность. Да. То есть это вот как бы кунг-фу и все вот эти восточные дела, они очень сильно развились, так развились, что, наверное, потеряли что-то, да? Ну, как это часто бывает, все время ты, вот, например, как вот школа игры на домбре, да, у нас вот утеряна, и вот у меня просто есть домбра дома, думбра. Я когда у Геннадия Макарова его брал, покупал, он мне сделал специально, и он как бы такое дал наставление, что если я хочу научиться играть так, как играли наши предки, то мне надо учиться, как ни странно, не у казахов, не у казахского народа, а у калмыков или у нагайцев. Потому что у них более такой консервированный вариант остался, более аутентичный. А казахи, из-за того, что у них культ думбры, они это очень сильно развили, техника очень сильно стала крутой, но вместе с тем что-то утеряно. То есть, как бы всегда вот балансируешь между аутентичностью и прогрессом, конечно. Также вот и в борьбе куреш. То есть там кунг-фу, все вот эти другие виды боевых искусств очень сильно развились, и развились так, что многое потеряли, мне кажется. А вот куреш, он такой прямо true. А вы, то есть, так скажем, вошли в это все и пытаетесь... Ну, то есть, стоит ли от вас ждать работы на тему борьбы? Да. То есть, сколько вы планируете? То есть, вы же, я так понимаю, ходите на эту борьбу, чтобы прочувствовать ее. Я вряд ли не думаю, что вы через 5 лет будете, знаете, как в тренажерный зал, знаешь, фитнес ходишь, и тут просто, как ты куда? Я бороться на поясах или не на поясах, я даже не понимаю, как это выглядит, но от вас стоит ждать что-то? Да, я думаю, да. Но это опять-таки, можно ли сказать, что это проявление, помимо аутентичности, что вот это вы хотите хотя бы, не хотя бы этим, а своим искусством продвигать национальное татарское? То есть так же, как было с алфавитом в Алиф, так же и вот, возможно, будет... Это можно ли утверждать? Да. Но мне кажется, надо вообще пиарить куреш. Пиарить вот именно на мировом уровне, опять-таки, потому что это, немного таких вещей в мире. А еще меньше таких вещей у татар осталось. Таких вот танца аутентичного нет, мне кажется.
бог его знает, каким он был. Там вокального исполнения тоже почти нет. Да, то есть вот то, что Ильхам Шакиров, то, что Альфия Авзалова, это все-таки такой европейский стиль исполнения. Там, да, слова татарские, мелодия татарская, ну вот, там, допустим, горлового пения же нет. Вот это совсем другое, да, это же сразу понятно, что там у тувинцев, у якутов. А вот кураж — это, может быть, даже единственное, что есть у нас настоящее. И это надо вот поднимать на такой галактический масштаб. Ну, это круто, да, и вот это то, где есть энергия. Может быть, через это вот это поднимется энергия, вот, да, потому что все взаимосвязано же, вот физика взаимосвязана с твоими ментальными способностями, вот с этой внутренней энергией, которую мы теряем. И поэтому не выходим, да, когда надо бы выйти. Да может и не надо выйти, да, может если у нас будет куча вот такого контента крутого, и не надо будет бороться вот в прямом смысле слова. Да, вот давайте бороться на ковре. Может быть, это даже круче. То есть, да, может и не надо на баррикады выходить, когда, ну, просто такой вопрос исчезнет. Вопрос исчезновения языка исчезнет. Да, вот, ну, если так пофантазировать, если вот вдруг раз откуда-то у всех появилась энергия и воля говорить с детьми на родном языке. Да, ну вот, например, вот сестренка моей жены, получается, Минем Балдыс, есть такое слово, да? Сестренка моя, Да, получается, своячница племянница? это, да? Нет, 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 своячница, племянница. Это слишком сложно. Ну, Да, я ну, понял. такое, Не племянница, конечно. Вот она вышла замуж за русского, они живут в Москве, у них есть ребенок, и ребенок вот чистый билингвист. Она с ним говорит только на татарском. Отец на русском. Отец на русском. И как бы ребенок, вот это вот прямо яркий пример. Все реально. Просто у нее был сильный волевой настрой. Да? И вот этот волевой настрой, где его взять? Да нигде его не возьмешь. Вот, может быть, вот из корешей взять. Вот тут как бы просто нужна воля. Плюс там такая атмосфера, действительно, ну, там, я вижу, мальчишки маленькие там занимаются. Они между собой на татарском говорят. Там тренер говорит замечания на татарском. Такое уже редко же, чтобы, допустим, танцы вели, ну, урок танцев, да, вели на татарском. Это, ну, тяжело увидеть такое. Ну, в общем, классно, кураж — это классно. Ну, мы пожелаем вам успехов. Да, спасибо. И будем ждать. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Нурбек Батулла. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в YouTube. До свидания.